Здравствуйте, Наталья. Вот спустя год мы вновь с вами встречаемся благодаря кинофестивалю «Киносвет». В этот раз в таком онлайн-режиме, как, впрочем, и фестиваль. Четвертый фестиваль тоже планируется провести именно в таком формате. Есть ли положительные какие-то моменты в этом? Да, здравствуйте. Есть положительный момент. Самый главный, что мастера, творческие люди, актеры и режиссеры, которых мы никак не могли привести, в этот раз они все будут в эфире, онлайн, и проблемы в этом году у нас не будет. Слушайте, ну я помню ту атмосферу, которая царила тогда вот в этих павильонах ОК-16, когда ребята, увлеченно склонившись над компьютерами, что-то монтировали. Неужели это возможно вот как-то воспроизвести онлайн, вот то самое настроение? Я думаю, настроение будем создавать мы каждый день в любом случае. Конечно, в этом году не будет съемочного процесса, но в любом случае такую атмосферу творчества мы создадим вместе с мастерами. У нас будут чаты для ребят, мы будем обсуждать, задавать вопросы, обсуждать их фильмы, да, то есть будем просто онлайн это делать. Вечером всегда был такой какой-то и общий кинопоказ, и там какие-то творческие выступления, да? А каким образом в этом году это будет решено? Будет точно так же, только мы перенесем чуть раньше по времени для того, чтобы участники из-за границы, из Казахстана, из Америки, они успевали. И у нас тоже будут кинопоказы, кинопросмотры, и также будут мастера, которые будут обсуждать фильмы, задавать вопросы. То есть также мы это будем делать. В этом году количество участников форума и количество стран выросло. Я надеюсь, что просто возросло желание снимать детские и семейные фильмы, честно говоря. Вот. И действительно стало больше работ, намного. Стало больше стран, и вообще разные страны у нас добавились, такие, которые не участвовали вообще раньше. Все ребята, которые снимали в прошлые годы, они тоже подают свои фильмы, уже новые, они снимают. И удивительно, что даже победителями оказались некоторые ребята, которые участвовали там на первых фестивалях, на вторых фестивалях. Вот. Это тоже очень радует. Это значит, что ребята продолжают хотеть снимать детское кино. Среди лауреатов есть единственная белоруска, которая попала в этот список. А какова в целом активность наших соотечественников в киносвете 2020? До фестиваля мы уже посмотрели все 580 фильмов из 30 стран, которые прислали. Ого. И уже выбрали 25 победителей в этом году. То есть эти 25 победителей, они будут показаны в рамках онлайн-фестиваля в этом году. Беларусь также участвовала, и Беларусь победила. Победил белорусский мультфильм. Было много работы из Беларуси. Я думаю, что достаточно активно. И одно из обещаний организаторов форума — это поддержка в продвижении работ участников. О каких результатах в этом направлении мы говорим уже к четвертому фестивалю? Чего удалось достигнуть? Ну вот сейчас мы собираем пакет именно фильмов, которые хотим показывать в школах, да, то есть такой специальный, с отдельной тематикой. Вот. Также за этот год мы создали отдельный YouTube-канал, да, где все показываются фильмы-победители. Нам пишут родители, благодарят за то, что именно хорошие фильмы, да, показываются на этом канале. Вот. И мы, конечно, все авторы у нас, все победители, они разрешают публиковать свои фильмы. Вот. Но мы очень надеемся, конечно, на прокате. И если бы фестиваль был очно, изначально мы планировали несколько кинотеатров, которые бы прямо во время фестиваля показывали бы работы ребят. Вот. Но сейчас не стали это делать. Надеемся, что в следующем году, возможно, это получится у нас в Беларуси. Но это уже будет маленький юбилей, это уже будет 5-й фестиваль, и Да. действительно такое грандиозное шествие юных кинематографистов по кинотеатрам Минска произойдет. А последний вопрос. Вот скажите, а все ли желающие могут вот присоединиться, посмотреть эти фильмы? Я помню, что в прошлом году вы приглашали всех на площадку, а как сейчас? Когда мы стали разрабатывать программу, мы поняли, что таким образом онлайн-программу можно охватить вообще ребят со всего мира, для всех желающих. И сейчас уже 100 ребят, которые подали заявку. Можно просто зайти на сайт киносвет.орг и нажать кнопку «Участвовать онлайн».
И подать заявку, она там короткая форма, и любой ребенок от 10 до 18 лет с любой страны вообще мира может участвовать. У нас будет англоязычная группа, а будет русскоговорящая группа. Вот. Поэтому ребенок, если он просто хочет узнать что-то, хочет фильмы посмотреть, а может быть он хочет познакомиться с актерами, режиссерами, композиторами, да, он может подать заявку и участвовать в фестивале совершенно бесплатно. Ой, как классно, потому что творческие люди, творческие дети — это обычно очень скромные и даже более того зажатые дети, да? А таким легким способом, кликнув, можно найти себе новых друзей, единомышленников и стать известным кинорежиссером или киноактером. Ой, красивая мечта. На ней, к сожалению, нам придется прощаться, но мы увидимся обязательно, наверное, в сети на фестивале «Киносвет».